очень сложные природные, понятно, условия, что это такой суровый край, тем не менее, это один из самых динамично развивающихся регионов Российской Федерации. И благодаря усилиям главы республики, правительства, очень много сделано за последние годы по развитию. Ведь Якутия сегодня это основная такая кладовая, так скажем, России. И здесь огромный запас полезных ископаемых, ну, можно долго перечислить, наверное, полтаблицы Менделеева. И для того, чтобы все это было возможно добывать, ставить на службу стране, республике, населению, это требует создания транспортной инфраструктуры, логистической инфраструктуры, в целом инфраструктуры как таковой, чтобы добыча этих полезных ископаемых была возможна. И очень важно, что в стратегии развития до 2020 года руководство республики сделало акцент именно на этом, на развитие инфраструктуры, что позволит ускоренными темпами развивать экономику. Надо сказать, что по итогам прошлого года темпы экономического роста в республике выше, чем средний по России. И в этом году при всех сложностях, тем не менее, прогнозируется положительный рост экономики, индекса промышленного производства. Это, безусловно, в том числе правильная стратегия выстраивания экономической политики. И я хочу сказать, что Егор Афанасьевич, он очень активно себя ведет на федеральном уровне. Он активно отстаивает интересы республики, активно отстаивает интересы населения, жителей, коренных малочисленных народов. Ему много удается решать на федеральном уровне, получать поддержку. Он вслух не говорит, но по итогам полугодия бюджет республики сформулирован с профицитом, что является таким исключением в сравнении с другими субъектами федерации. Это, в общем, показывает и эффективность управления. Да, много проблем, я не идеализирую ситуацию, но есть понимание того, что нужно делать, большое внимание уделяется привлечению инвестиций, и идет рост инвестиций, в том числе в основной капитал, налаживаются деловые отношения со всеми компаниями, которые работают на территории республики, и имеется очень большой еще потенциал, который можно использовать. И, конечно же, такие новые проекты, как «Сила Сибири», придадут новый, мощный импульс развитию экономическому и социальному республики, дадут очень много полезного для республики. Это не только инвестиции, это не только развитие, это новые рабочие места, что потребует подготовки кадров. И этим уже сегодня руководство республики занимается. Это ведь здорово, когда молодые люди смогут получить возможность работать уже на таких современных объектах, как строится «Сила Сибири». Они дадут большой кумулятивный эффект, позволят увеличить объем газификации республики и так далее. Поэтому перспектива огромная.